Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии я, Ирина Жданова. Сегодня мы поговорим на такие темы, как клещевой энцефалит и корь, так как эти вопросы очень часто волнуют жителей Нерюнгринского района и не только. И сегодня у нас в гостях руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Нерюнгринском районе Сергей Воробьев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Скажите, Ирина. пожалуйста, лето уже начинается, несмотря на снег, клещи просыпаются, и уже даже есть первые случаи. Вот сколько случаев зарегистрировано, и это наши насекомые или привозные? Но в целом уже и наши насекомые проснулись, поскольку они благополучно переносят местные зимы, адаптировались, так сказать, к нашим условиям. Но укусы, все, которые были зафиксированы на территории нашего района, они, как правило, все привозные. На текущий момент зарегистрировано 3 укуса, 3 нападения клеща на человека, и они были зафиксированы по дороге со стороны Хабаровского края, со стороны Амурской области, когда люди ехали своим ходом и выходили в придорожную полосу лесную, и там, соответственно, повстречались с этими не очень приятными, так сказать, соседями в будущем. Сама встреча неприятна, но наиболее опасны это все-таки инфекции, да? И вот чем опасен клещевой энцефалит и боррелиоз? Клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз опасны в первую очередь поражением центральной нервной системы. Причем, если клещевой боррелиоз можно лечить по ходу патологического процесса, то клещевой энцефалит, он уже, как правило, при развитии, при появлении осложнений уже не излечивается, даже с применением методов реабилитации. Поэтому против клещевого энцефалита, вирусного клещевого энцефалита, самым оптимальным является все-таки вакцинация, для того, чтобы не допустить развития инфекции при укусе клеща, зараженного этим опасным заболеванием. А какие советы можете дать, чтобы защитить себя и своих близких от нападения клещей? Но самый главный совет не столько от нападения клещей, сколько защитить свой организм, обеспечить иммунную защиту организма. Поэтому всех призываю, конечно, пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Но это как самый главный профилактический момент. А дополнительно, что можно сделать для того, чтобы обезопасить себя в какой-то степени при выходе в лесную полосу? Ну, это ношение одежды, которая позволяет закрыть все части тела с резинками, чтобы клещ не мог заползти на такие сокрытые, скажем так, участки тела. Применение репеллентов и тщательный осмотр после выхода из лесной зоны. А по итогам прошлых лет, что говорит статистика? В каких местах чаще всего случаются случаи нападения клещей на человека, на животных, в каких-то лесных массивах, парках? Вы знаете, в принципе, у нас основные нападения были все-таки в полосе рядом с поселениями. Это дачные поселки, это парки, это территория наших поселений, в том числе и города Нерюнгри, на придомовых территориях и на каких-то парковых участках, не парковых, а вот этой лесной полосе рядом с нашим городом. А сотрудники Роспотребнадзора в сезон активности клещей, в преддверии даже сезона, проводят какую-то работу. Вот расскажите о профилактических мероприятиях. Профилактические мероприятия связаны не только с тем, чтобы организовать прививочный процесс, но и обеспечить проведение акарицидной обработки всех массивов на территории наших поселений, и в первую очередь массивов, где отдыхают дети, в период, предшествующий массовому отдыху людей. Но в обязательном порядке все территории образовательных учреждений, на базе которых постоянно в течение года находятся дети, и в том числе летние оздоровительные учреждения, в том числе и загородные, такие как Мужество. Они проходят полностью, вся их территория проходит акарицидную обработку с последующим обследованием на наличие клещей на этой территории. Все места массового скопления людей, такие как парковые зоны на территории поселения, это Серебряный Бор, это город Нерюнгри, это обрядовые комплексы, так называемые, то есть площадка, на которой ИСАХ проводится, и площадка на территории поселения Иенгра. Ну, плюс к этому обязательно обработка придомовых территорий, в особенности сейчас, когда наш регион, наш район отнесен к числу эндемичных. Все управляющие компании будут заниматься обязательной обработкой придомовой территории, ее очисткой и, соответственно, последующим обработкой специфическими препаратами.
И в случае, если человек обнаружил на себе клеща, как следует себя вести, куда обращаться? Вот пошаговая инструкцию, пожалуйста, расскажите. Если клещ уже присосался, то обращаться в травматологический пункт в любом населенном пункте. Там клеща извлекут и уже передадут в лабораторию для последующих исследований. Исследование проводится на базе вирусологической лаборатории города Якутска, в Центре гигиены и эпидемиологии. И все клещи, которые были сняты с людей, с животных, они направляются в эту лабораторию. То есть самим лучше не предпринимать никаких действий? Если клещ присосался, то не стоит, поскольку во время изъятия клеща возможно отрывание головки, и та часть, которая может нести в себе вирус, она все равно останется в теле. Более того, если человек не вакцинирован, то необходимо ввести специфический препарат, иммуноглобулин человеческий, который позволит защитить человека в экстренных ситуациях. А как обезопасить домашних питомцев? Вот с собаками очень часто люди гуляют, тоже могут клещи нападать на животных. Но опять-таки при нападении клеща на животное необходимо его тщательно осмотреть. И если клещ опять-таки уже присосался, тогда обратиться в ветеринарную клинику для изъятия клеща, отправки его на исследование, ну и для принятия экстренных мер профилактики. То есть самый главный совет – это вакцинация и быть внимательным. Да, конечно. Мгм. А какова эпидемическая ситуация у нас по коре в Нерюнгринском районе и в республике в целом? Ну, начнем, наверное, все-таки со страны. В этом году у нас по коре весьма неблагоприятная обстановка, и уже зафиксировано более 1000 очагов кори, то есть 1000 людей, зараженных корью на территории нашей страны. Поражено более 44 регионов. И в том числе те регионы, из которых к нам едут граждане на работу вахтовым методом, после гостей, так сказать, где их родные проживают. В частности, это Новосибирская область, это Хабаровский край, это Центральная Россия. И к нам уже сюда были завезены 2 случая. 2 зараженных человека заехали уже на нашу территорию. Первый случай – это Новосибирская область. Из города Новосибирска прилетела семья, в составе которой был 1 человек, зараженный, то есть с подозрением на корь. Сейчас этот человек госпитализирован, и по этому очагу проводятся полноценные мероприятия. В данном случае весь самолет, все пассажиры, которые летели на этом самолете, они прошли, так сказать, собеседование и последующее уточнение прививочного статуса по коре, и при необходимости проводится вакцинация. Те люди, которые летели не в наш район, например, в Алдан, Тынду и так далее, по ним информация была передана в соответствующие районы, и эта работа проводилась там. По месту проживания также проводится работа не только по квартире, в которой обнаружен человек, а в связи с тем, что корь является высококонтагиозным заболеванием, работа проводится в целом по подъезду, по дому. И все люди, которые там находятся, значит, с ними проводится работа по уточнению прививочного статуса, и также при необходимости проводится полноценная вакцинация. Так, например, 1 работник, который летел на самолете, он уже как бы установлена у него корь несколько позже была, чем у первого человека. И он успел после прилета посетить свое рабочее место. И по этому рабочему месту полностью весь корпус также подвергается обработке. Ну, в том плане, что ведется работа с персоналом, это порядка 200 человек, и уточняется прививочный статус, все подлежат вакцинации, все непривитые или те люди, у которых отсутствует информация по прививочному статусу или заболеванию. А как можно выявить такое заболевание, как корь? Есть ли какие-то специфические симптомы? То есть человек может сам понять, что у него корь, или если только обратиться в медицинское учреждение? Самостоятельно выявить такое заболевание, конечно, сложно. Но начнем с того, что корь относится к экзантемным заболеваниям. То есть это заболевания, при которых происходит высыпание на теле человека. Популезные. И сам человек, он ни в коем случае не сможет определить у себя наличие кори, потому что высыпания могут быть при разных заболеваниях, таких как краснуха, ветрянка, да та же обычная крапивница. Поэтому в случае появления высыпаний необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, иметь при себе желательно информацию о прививочном статусе, то есть это прививочный сертификат,
либо личная медицинская книжка, в которой отмечаются все проводимые прививки. А в последующем уже проводится отбор проб, сыворотки, моча, смыв с ротоглотки, и дальнейшие исследования показывают, присутствует корь у человека или отсутствует. А кто чаще всего подвержен этому заболеванию, дети или взрослые? И как протекает эта болезнь? По-разному или одинаково? Но чаще всего подвержены заболеванию все-таки детские контингенты. Хотя у детей она протекает несколько проще, чем у взрослых людей. Взрослые чаще подвергаются как раз возникновению осложнений. Все-таки наличие, то есть развитие осложнений возможно и у детей. Повышается температура, появляются высыпания, характерные для кори, и возможно головная боль, признаки интоксикации, ну и так далее. То есть, в принципе, начинается заболевание как обычное ОРВИ, а в дальнейшем развивается уже с появлением соответствующих высыпаний. А на сегодняшний день в республике есть случаи заражения кори? Наш район, к сожалению, Даже в отличился. районе есть, да? Да, у нас в районе на текущий момент зарегистрировано 4 очага кори, 2 из которых привозные, и 1 очаг — это уже подозрение на местную корь, что может говорить о том, что она уже потихоньку начинает к нам проникать и циркулировать здесь на месте. А как лечение происходит? Как лечат больных? Лечение в основном симптоматическое, патогноматическое, то есть противовирусного лечения специфического, к сожалению, нет. Поэтому, опять-таки, основные методы профилактики против кори — это вакцинация, поскольку вакцинация людей, она обеспечивает стойкий иммунитет на долгие-долгие годы. И если человек в соответствии с национальным календарем привился в детском возрасте, то его, в принципе, достаточно этого иммунитета до старости. Сергей Александрович, спасибо за такую подробную и полезную информацию. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был гость, начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Нерюнгринском районе Сергей Воробьев. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. До свидания.